Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. По итогам выступления якутских борцов на чемпионате мира будет проведен разбор полетов. Об этом накануне во время прямой линии заявил глава Якутии и президент Федерации спортивной борьбы республики Айсен Николаев. Напомню, на мировом первенстве в Нур-Султане якутскую школу борьбу представили 6 вольников. Владислав Андреев, Нюргун Скрябин, Владимир Егоров, Егор Дмитриев и Николай Хлопков сошли с гонки за медали после первого круга. Андрей Бекренев на чемпионате провел 3 схватки. Хочу сказать, что я являюсь президентом Федерации спортивной борьбы и рядовым болельщиком удручен последним выступлением наших борцов на чемпионате мира. Вышли 6 якутян, но результаты плачевные. По количеству вроде все нормально, а качества нет. Здесь нужно сделать очень серьезный разбор полетов, и он обязательно будет. Я считаю, у нас есть в части не только работы на уровне сборной, а начиная уже с училища Олимпийского резерва, имеются системные проблемы, мешающие в последние годы подниматься на высшие ступени пьедестала на чемпионатах России, Европы, мира и Олимпийских игр, сказал Айсен Николаев. Григорий Попов начал основной этап подготовки к своему второму поединку в UFC. Об этом сообщает «Спорт Якутии». На турнире, который пройдет в Москве, якутский боец встретится с британцем Дэви Грантом. Сообщается, что Попов тренируется в Таиланде на базе клуба «Тайгер Муай Тай». В первом поединке под эгидой UFC якутянин проиграл американцу Эдди Вайленду. В данный момент на счету Попова на профессиональном уровне 13 побед, 7 из которых он одержал нокаутом и 2 поражения. В активе 33-летнего Дэви Гранта 10 побед, 9 нокаутов и 4 поражения. Поединок Григория с британцем состоится в Москве 9 ноября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок против представителя Доминиканской республики Ленина Кастильо. Бой пройдет 12 октября в Чикаго. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, российский боксер в последний раз выходил на ринг в марте текущего года, успешно защитив чемпионский титул в поединке с американцем Джо Смитом-младшим. В активе 28-летнего Бивола 16 боев, из которых 11 он выиграл нокаутом и ни одного поражения. На счету 31-летний Кастильо 20 побед, из которых 15 он одержал нокаутом, 2 поражения и 1 ничья. Попадание в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является профессиональной целью для футболистов сборной России. Таким мнением накануне поделился главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. После 6 туров отборочного турнира к Евро россияне занимают 2-е место в группе А, набрав 15 очков. Лидируют бельгийцы, в активе которых 18 баллов. В тройку лидеров с 7 очками замыкает сборная Казахстана. В следующем туре соревнований команда России сыграет с шотландцами. Матч состоится 10 октября в Москве на стадионе Лужники. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Это наша профессиональная цель. Мы просыпаемся с одной целью – как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев, сказал Черчесов. Футболисты Чертанова со счетом 2-0 выиграли у ЦСКА в выездном матче 7-го тура юношеской лиги. Напомню, в составе Чертанова выступает воспитанник якутского футбольного клуба «Пульс» Артем Соколов. В данный момент команда якутянина возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 17 очков. В активе самого Соколова 1 гол и 3 результативные передачи в текущем сезоне. Еще один воспитанник «Пульса» Никита Фурин помог своему Краснодару в минувшем туре одержать выездную победу над «Зенитом» со счетом 2-1. За 7 встреч чемпионата Фурин записал на свой счет 3 ассиста. Его Краснодар идет на 2-й строке с 16 баллами. Отмечу, что победитель турнира представит Россию на юношеской лиге чемпионов. Заброшенная шайба Никиты Кучерова помогла его Тампе Бэй выиграть у Флориды в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в американском Санрайзе и завершилась со счетом 4-2. В составе победителей помимо российского форварда взятие ворот провели Седрик Пекет, Яник Гурт и Стивен Стемкас. У хозяев льда отличились Оуэн Типпет и россиянин Евгений Додонов. Напомню, в прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата Кучеров забросил 41 шайбу и сделал 87 результативных передач, тем самым установив рекорд по количеству набранных очков за один сезон среди российских хоккеистов. В небольшом Ингынском наследии Тампонского района с января 2012 года работает детско-юношеская спортивная школа под руководством Михаила Дмитриевича Амосова, отличника физической культуры и спорта России. Его воспитанники регулярно принимают участие в республиканских соревнованиях. О деятельности и результатах ДЮСШ расскажет Нина Ханарова. Ингинская ДЮСШ существует при общеобразовательной школе этого наследия с 2012 года. Дети занимаются с 1 по 11 класс, как юноши, так и девушки. У воспитанников спортивной школы очень хорошие результаты. Они участвуют практически в соревнованиях всех уровнях – наследных, районных, республиканских, региональных и российских.
На днях приехали с республиканского фестиваля игры батров. У нас в Тамбовском районе 9 призеров. Это 3 золотых медалей, 2 серебряных и 3 бронзовых. И 4 бронзовых наград. В ДЮСШ неплохая база. Все рядом. Школа, спортзал, интернат. Зимой не надо далеко ходить. Кормят в интернате 5 раз в день. Все четко по расписанию. Зарядка, школа, уроки, секции. Ребята живут в интернате из многих поселков Тамбовского района. Тополиная, Кискил, Мегиналдан, Теплый Ключ, Хандыга. Всего более 30 человек. Поступил я сюда по своему позволению, сам захотел. Мне здесь очень нравится учиться. Здесь хорошие тренера, хорошо кормят. Я участвовал в соревнованиях Павла Павловича Пеникина, занимал 3-е место в дальневосточном турнире. Игоря Боттера 1-е место, республиканский турнир. Черопча, Кенгелю и остальные по всей республике. Отбор ведется через детскую спортивную площадку в Хандыге каждое лето в июне месяце. Дети набираются по собственному желанию или через родителей, которые считают, что их дети имеют способности. Популярность борьбы в Тамбовском районе растет с каждым годом. Нина Ханарова, Джоустам Толстяков, село Новый, Ингинский Наслег, Тамбовский район. Это были новости спорта. Всего доброго.